Усім прывітанне яшчэ раз з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, у нас у студыі магістарка эканомікі і кіраванні, экс-дэпутатка Мінгарвыканкама, заснавальніца ініцыятывы «Гэта наш горад», экспертка, кансультантка па мясцовым кіраванні і самакіраванні Ольга Тесакова. Добрый день, спадарыня Ольга. Добрый день. Я попросил, каб вы пришли до нас, каб проанансаваць, расказаць, патлумачыць, что гэта у вас за новый проект. Вот я зараз показываю. Проект называется «Мой бюджет». Спасылочка на яго ёсць і ў апісанні под Ютубам і в анонсе на сайце Еўрарады. Але перш чым мы дойдзем до гэтага, я б хацеў з вами так паступова да яго падыходзіць да гэтай тэмы. І давайте мы ведаеце, з чаго падыдзем? З дваровых чатаў, тэлеграм-каналаў. Апошнімі вот пару дзён таму, колькі там тыдзень, можаце, колькі там чарговая, ну просто, я не знаю, спецаперацыя была праведзена лукашэнкаўскімі непахіснымі вось гэтымі сілавікамі, якія чарговы спіс дваровых чатаў выявілі, расказалі про тое, якія яны там страшныя, ужасныя, якую пагрозу нацыянальнай бяспекі неслі. Ну, там как-то уже не асабліва распавядалася, пра што ў некаторых там по 5, по 7, там по 13 чалавек, але тым не менш. Як вы успрынялі гэтую навіну, што вау, выкрыта чарговая ячэйка экстрэмістска-тэрарыстычных чатаў дваровых? Ну, достижения красавцев не перестают, конечно, удивлять. Это не молодцы. Вскрывать дворовые чаты, да, искать там признаки терроризма в том, что люди обсуждают, например, как сделать какое-то, не знаю, мероприятие или капремонт в доме. Но что я могу сказать? С одной стороны, это очень грустно, потому что репрессии продолжаются, да, но что мы можем здесь сказать? Что с 2020 года мы четко видим два трека, политический и силовой, которые между собой не бьются. Потому что сейчас, особенно подходя к кульминации, да, второго электорального цикла, в котором мы находимся сейчас уже после выборов в палатку и сейчас, которые выборы Лукашенко, мне очень нравится это название. Мне подобается электоральный ритуал. Да, упражнение. Двухсенсовье такое у ритуала слово есть, как бы, да. Ну вот да, такое электоральное упражнение. Наоборот, мы должны бы сейчас наблюдать снижение вот этой активности, да, помощь людям и так далее, что, собственно, и идет четко по политическому треку. Но силовики никогда не отличались особым умом, и тут мы еще видим, наверное, расхождение в какой-то глобальной повестке, что политическая элита не слишком может либо контролировать силовое направление, да, либо четко формулировать задачи. Потому что, конечно же, всем хочется иметь большие зарплаты, звездочки, очередные квартиры. Нужно с чем-то бороться. И, конечно, куда проще бороться с этим эфемерным врагом. Это действительно там не вылавливать педофилов, да, которые сейчас мы видим в статистике за этот год, просто уже даже слова не могу сказать, какие-то страшные очень цифры. Это не сигареты, да, контрабандой, которые идут в Литву, тоже там как бы придется что-то делать, а вот посидеть, поковыряться пальцем в носу и почитать телеграм и решить, что вот тут вот точно экстремизм. Ну и, возможно, да, это еще попытка продажи своей нужности, важности, да, что они все еще нужны Лукашенко, чтобы он их не вздумал кинуть, что вот везде кругом враги, только они его могут защитить, да, и вот перекинуть его в очередные там 5 или сколько лет. Ольга, я зачаплюся за два ваших тезіса, якія, ну, просто хочется, каб вы расшифравалі ці шырэй просто праговорили. Першы, вы сказали два трека, і з гэтай нагоды
что-то мне сёння даводзіцца, прости господи, узгадывать вот сам Воскресенскага и падчас эфира с Дракахрустом и зараз з вами. Ён калі мне написал лист и написал, что вот глядите ж, вот улада проявляя гуманность, вызваляя палітвязняў, я ему в отказ написал, а тое, что адначасова у гэты ж дзень у 2 разы больш затрымліваюць и кидают за краты, гэта як? На что он мне написал, гэта 2 розных трека. Гэта как бы ён написал про 2 розных процесса, ну как бы 2 трека розных. Это сапраўды так, вот яно как-то працуе и ніякім чынам не перасекаются гэтыя 2 процессы. Як так может быть? В нормальном государстве они должны пересекаться. Но у нас, понимаете, голова думает одно, говорит второе, одна рука делает третья, а вторая рука делает четвертая. Идем мы вообще непонятно куда. Поэтому да, я вполне допускаю то, что, понимаете, когда мы обсуждаем систему в Беларуси, почему-то она представляется вот там монолитной, да, типа в 2020 году не пошатнули, вот она такая и осталась. Но это же неправда. Там есть разные группы интересов, и, как бы, естественно, усиление вот этого вот силового блока, его влияние, в том числе на Лукашенко, да, и вполне возможно, я допускаю мысль, что он не сильно контролируем. Вопрос, как они его сейчас будут контейнировать, потому что это то, что им надо делать, даже не по гуманным соображениям, а вот в рамках вот этого вот своего упражнения. Поэтому будем смотреть дальше, но это вот, знаете, много говорится про раскол элит, вот это что-то не раскол элит, но очень близкое. Я бы посмотрела, кто там шуршит под ковром. І хто бы это мог быць, ну прынамсі на якім узроўні. Я да таго, што здаецца зараз жа настолькі зарэпрэсаваныя і запалоханае грамадства, что гэта не просто вот грамадства шараговыя беларусы, але мне падаецца, гэтая рэпрэсаванасць і запалоханасць прысутнічае і на пэўных узроўнях калідора ўлады. То есть на якім узроўні яны могуць ужо ну трошку, скажем так, больш смелымі быць і шушукацца дзесьці там под кілімамі. Я думаю, они и так шушукались, и сейчас продолжают шушукаться, потому что то, что мы видим, такой дисбаланс не только во власти, да, не только в обществе. Наверх, я даже не знаю, как это разделить. То есть вот чиновничий аппарат, да, там, например, и администрация Лукашенко, но они же их ненавидят. Вы посмотрите, как относятся к чиновникам. Во-первых, да, ограниченный ресурс. Окей. Там их сажают на коррупцию, за коррупцию возвращают на места, потом тасуют как карты. Со всех сторон на них льется негатив. Постоянно эти выволочки. Ну, никому же неприятно, когда тебя отчитывают как малолетнего нашкодившего пацана. Ты, может, даже что-то делал на своей должности, ну вот просто ситуация так сложилась, там, не знаю, не выдали финансирование, да, там, пришлось с кем-то поделиться и так далее. И тебя выставляют постоянно крайним. Я сейчас говорю там про мэров городов и так далее. А за что им любить эту власть? А чего они так щемятся тогда на этой посады? А кто сказал, что они щемятся? Нету людей. То есть вот он работал с звычайным, там, умовно кажучи, слесарем, а его подошли и сказали, так, идешь мэром. Такого не было. Не было. Понятно, что выбирают на разных этапах лояльных людей. То есть, когда у нас уже играет не профессионализм, а лояльность. Но, тем не менее, мы с вами неоднократно обсуждали, сколько там чиновничий аппарат. 300 тысяч человек. Мы же не можем говорить, что они все вообще, ну, там, бестолково ничего не делают. Давайте будем честными. Ну, машина же под названием государство как-то едет, какие-то ресурсы работают, да, там ЖКХ худо-бедно что-то там справляется, да, дороги чинятся, на обращения граждан реагируют, какие-то там, не знаю, бюджеты собирают, пытаются собирать и пытаются что-то делать, кто-то на местах даже хорошее. Вот, поэтому они знают, что их презирают наверху, их шпыняют как пацанов малолетних, но при этом это ресурс, который у них есть единственный, что вот они достигли какое-то, не знаю, положения в обществе, и у них есть какой-никакой властный ресурс. Поэтому и коррупция цветет махровым цветом, потому что это то, что им и с одной стороны позволено, и это то, что они могут, единственное, что им остается на этой должности. Я вот просто
вярнуся до гэтай тэмы, мне просто цікава, калі вот мы разважаем про тое, что палітычны і, умоўна кажучы, сілавы трэкі не супадаюць, і на палітычным тыя, хто людзі, якія на палітычным трэку знаходзяцца, а гэта і чыноўнікі, і дэпутаты, і там міністэрства і ўсё астатняе, ну как бы паміж сабой, умоўна кажучы, как бы можа гэтае абмяркоўваць. Возьмем, напрыклад, вы, паколькі вы добра ведаеце, як оно працуе, вот Мінгарвыканкам ці Мінгарсавет і дэпутаты, які палітычны трэк, умоўна кажучы, яны такія, ну что-то не то адбываецца, вот как-то вот эти разошліся. Не, яны ўсе как бы за Лукашенко, за захаванне рэжыма, то есть все лаяльныя, но на гэтым узроўні такое, ну как бы сумнеў у тым, что правильно робіцца, можа прагучаць і абмеркавацца, ці гэта не той узровень, что а калі можа это прагучаць, то где-то умоўна кажучы там на ўзроўні там адміністрацыі, там ці там я не ведаю аналітычнага центра, там ці яшчэ дзе. Нет, конечно, в паблик это никто не вынесет, но на закрытых мероприятиях, где условно все друг друга знают, такое обсуждалось и до 2020 года, и после 2020 года тем более. Понимаете, вот эта лояльность, она же... Они не любят Лукашенко. Вот в чем фишка. Они его боятся. Лояльные, но не любят. Они его боятся, вот и все. И все понимают, что все, что происходит, неправильно. Но, не повезло нам, там, не знаю, может, по моральным качествам с депутатами, еще что-то. Ну, трусы, что поделать. Не все могут найти в себе силы и рискнуть всем, поставить там на карту, не знаю, имущество, семью, благополучие и так далее. Но нету любви. Вот любовь, наверное, какую-то слепую преданность он получает только от силового трека. Вот и все. А чиновники, он никому не доверяет, поэтому он их тусует постоянно. Поэтому как только Качанова набрала какой-то там не только популярность у народа, да, скажем, популярность в плане там решалы, но и в политической структуре, когда она стала собирать вокруг себя людей, ее очень быстренько заткнули. И все, и она сейчас не отсвечивает весь 24-й год. Ей ничего не дают, там толком ни эфирного времени. Это легко очень проследить даже вот по каналу там Совета Республики, какая частота была ее там выступлений, комментариев по всем вопросам. В 23-м году. И что сейчас в 24-м происходит? Все знают, все знают, все. Никто никого там не любит. Но и альянсы собрать не могут, потому что не доверяют, потому что все-таки есть понятие выживаемости здесь и сейчас. Не все люди мыслят стратегически там, к сожалению. А тактически бывает, да, полезно сказать, да, окей, я тут с властью, вот сесть на какую-то должность, наворовать себе в моменте еще денег. Понимаете, мы-то думали, что это там будет полгода, а оказалось, он уже почти 5 лет. И те люди, которые сохранили за собой места, получили сейчас возможность 5 лет продолжать воровать и жить неплохо. Ну, вот, не знаю, как-то вы как-то с недовером ставите до магчымасці того нешта зрабіць, узять у свае моцныя руки вот Гайдукевича, вот, что он можа зрабіць. Але то есть атрымліваецца так, что калі, скажем, Лукашенко захоча там, ці вырашыць, ці падкажуць яму, там, ці прымусяць, там, сказаць сілавому блоку, так, ребята, сцішваем пар, то ён по выніку атрымае не толькі страту любові іхняй да сябе, але і магчыма такі дварцовы пераварот, калі прыйдзе які-нибудь там умоўны Вальфович ці Карпенковы, скажет: что-то ты, дед, Акела промахнулся, надо ж нам этих острокопытных там щемить дальше. Вот. Ну и все эти москвороты и вот любители Путина с губазика как бы кинутся решать вопросы по-другому. А что чакае Лукашенко? То есть и он это разумеет. Конечно, он это все понимает, никому не доверяет. И я говорю, я не сильно разбираюсь именно вот в силовой верхушке, как это все происходит. Мне все-таки ближе политический трек. Но по тем сигналам, да, что мы получаем от всей системы, видно, что он не готов пока еще ставить задание силовому треку вот из разряда «ребята, стой, раз, два». Не готов, либо не может.
Добра, давайте вернемся да пачатку. Такім чынам, вось гэты наезд на дваравыя чаты, якія там налічваюць у лепшым выпадку там два десятка чалавек, але зрабілі з яго такую геніальную перамогу чарговую гэтых вось рэпрэсіўных службаў. Гэта просто пагоня за чарговымі плюшкамі, зорачкамі і гэтак далей, а не то, што сапраўды гэтыя дваровыя чаты нейкую пагрозу з сябе ўяўляюць для рэжыма. Да, режимы давно уже не представляют угрозу ничего, в принципе, находящейся в Республике Беларусь, особенно после того, как уничтожили все, не знаю, НГО, да, там запрет сейчас там на собрания массовые и так далее. Просто задача, да, максимально напугать людей и на этом заработать плюсики. Добра, тым не менш, ось вы на пачатку, я сказал, до двух ваших тезисов, как бы так, прычаплюся. Другі тезис вы сказали, калі казали про вот это палітычныя треки, дапамога людям. Я прыгадываю вашу размову, нашу размову там про Качанову, там как там праз яе, некие там все ж таки реальные справы на карысць людей могли пропихнуть. Сёння нема, ці ўсё ж таки ёсць? Якая сёння дапамога людям зауважное? Оно все на местах. Мы с вами уже обсуждали это и конкурс гражданских инициатив, и то, что сейчас принялись приводить как-то в порядок те вопросы, которые были не закрыты, и все собрания опять у нас начинаются с того, что как же там дела с обращениями граждан, давайте поднажмем, а давайте тут вот, может, где-то еще выделим денег в ЖКХ, там, а что нужно, вот давайте, может, еще людей, как бы, не знаю, соберем на какой-нибудь субботник, в общем, да, стараются что-то делать, но ресурсов немного. Все, что касается, например, капитального ремонта и состояния жилфонда, оно не улучшается. Плюс у нас есть такая история, как титульные списки, когда вместо того, чтобы следовать, скажем, срокам эксплуатации и чинить дома в порядке очередности, например, у кого подходит срок эксплуатации к концу там, каких-то конструкций и так далее. Есть титульный список, который назначают, кстати говоря, депутаты, которые решают, мы решаем, что эти дома еще постоят, давайте мы сделаем другие. Вот мы считаем, что капитальный ремонт нужен здесь. Вот, то есть то, что мы называем коррупцией, это не всегда же про деньги, да, это вот про кумовство, порешать вопросики в первую очередь. Вот, поэтому как-то находит коса на камень. То есть вроде делать что-то надо, но как бы и свои вопросы закрывать личные. Дарэчы, вось у гэтую тэму пра дапамогу людзям ці што-нибудь скарыстацца гэтым жаданнем на фоне набліжаючыхся рытуала і даты зрабіць, Вожык Патрыёт пытаецца. Вось до 26 студзеня застаецца менш за 2 месяцы. Усё, рэакцыі на запыты пра дарогі, двары, трубы уже можно не чакаць? Почему? Сейчас обновили бюджет. Точнее, мы ждем его, да, сейчас в декабре будут утверждать в 20-х числах все советы депутатов и принимать, да, бюджеты на следующий год, поэтому туда очень отлично вписаться, сказать, вот вы принимаете новый бюджет, а давайте-ка мы его подредактируем, а может, рассмотрите на ближайшем заседании какие-то поправочки. Вот, поэтому все еще реально. Проблема в том, что, да, время ограничено, и мы не знаем, что случится 27 января. Поэтому, может, все, что будет написано до 26-го, еще есть шанс, что это случится, да, в какой-то там перспективе отдаленной или нет. То, что будет после 27-го, тут большой вопрос. З гэтай нагоды ўсё ж таки, што вы раіце? Я так разумею, што мы падыходзім да вашага новага там сайта, проекта, як это правильно назваць, мой бюджет. Давайте про яго, што гэта, для чаго трэба туды заходзіць, якая карысць ад яго? Да, я, наверное, начну с предыстории. Понятно, что эту, как это мы назовем, давайте так, цифровую платформу, потому что это сайт и чат-бот, поэтому мы объединим, это цифровая платформа. Мы начали обсуждать с моим коллегой из Куштурада еще в 23-м году, вот на фоне трека того, да, что стали сильно обращать внимание на людей, да, пытаться закрывать какие-то вопросы, которые не требуют большого финансирования. Но вот результат получился у нас только сейчас. На сайте собрана информация
то, что мы называем как это, гражданское образование, финансовая грамотность. Все, что нужно знать, что такое бюджет и что, в частности, такое местный бюджет. Дальше там есть такая красивая интерактивная карта. Мы выбрали пока 9 районов и сделали такой небольшой обзор по состоянию финансовому, как в 2023 году исполнялся бюджет, на какие он отрасли шел с экономической точки зрения. И там вот есть документик, такой отчетность, социальная подотчетность еще второй. Бюджетные, получается, показатели и социальная подотчетность с такими небольшими рекомендациями, да, вот если бы мы жили в хорошем государстве, нормальном, как оно должно быть, это та работа общественных объединений, структур за контролем власти и выработкой рекомендаций, на что следует потратить деньги. Вот, поэтому это большой образовательный, эдукационный, скажем, блок. Но и самое приятное, конечно, это шаблоны. Для этого был сделан чат-бот. Сразу скажу, почему я его называю безопасным, потому что вы туда не отправляете никакую информацию, вы туда ничего не пишете. Это инструмент, скажем так, в Телеграме, чтобы удобно скачивать документы. Мы выбрали топ, у нас получился 8 тем. Там 4 глобальных темы, каждая разбита на 2. В том числе это и по отчету службы 115 Бел были выбраны обращения, те темы, которые волнуют людей больше всего. И составлены обращения, которые вы можете скачать, записать только свою личную информацию, то есть мы ее не собираем, вы просто скачиваете документ, сами уже заполняете данные, там по адресу какому, а полностью обоснование со ссылками на законодательство, и эти все шаблоны, они рабочие, в том плане, что мы их обкатали там за прошлый год на частных случаях. Вот. То есть, умоўна кажучы, гэта не просто адукацыйная такая платформа, проект, гэта і конкретно, ну не то, что там можа быть, табе спатрэбіцца калі-небудзь там у Новай Беларусі ці пры пабудове Новай Беларусі там ці яшчэ што-небудзь. А вот уже цяпер можна скарыстацца конкретно. Што можна вот да. Дзякуючы гэтым конкретным вашим там шаблонам, чего домагчыся? Ну типа спрабаваць. Да, темы мы взяли. Это, конечно же, несвоевременный вывоз мусора. Это сортировка мусора, то есть вот такая тематика. Вторая – это вода, качество воды, это благоустройство. Там получилась большая сборка, потому что и про детские площадки туда можно написать, и вот про дренажные системы, состояние тротуаров, и дороги. Конечно же, дороги, там 2 шаблона именно на текущий ремонт, там ямочный ремонт, и в целом на замену всего дорожного полотна. Вот. И в стандартных шаблонах, во-первых, есть еще на сайте рекомендации, как мы составляем, и образцы, примеры. Вот первый для включения объекта в инвестпрограмму. Это единственный шаблон, который пишется депутатом, как раз-таки на поиск финансирования, большого финансирования, планирования на следующий год. Все остальные пишутся на имя председателя исполкома, и планируется, что в текущем году, ну, то есть сейчас мы на рубеже, да, то есть в ближайшее время могут найтись деньги на эти вопросы. И там же тоже с примерами еще мы добавили площадку для выгула собак, как организовать, и недостаточное количество освещения, потому что сейчас, естественно, зима. По прошлому году было много обращений, что в какой-то там населенный пункт возле школы 1 фонарь и все. Да, то есть чисто с технической точки зрения, с точки зрения безопасности детей. И обоснование, которое мы прилагаем, это не просто «ребят, давайте поставьте нам фонари, потому что нам очень хочется». То, что я продвигаю, это соблюдайте свое законодательство. Поэтому там все, как все любят, чтобы не могли сказать, что нет, мы решили, что вам здесь не надо, нет, пожалуйста, вот вам ссылка на правила благоустройства, там процент освещенности какой должен быть и так далее, так далее. Умоўна кажучы, усе гэтыя тэмы, гэта тыя тэмы, пад якія не падвядзеш, што вы тут шатаеце рэжым, вы тут замахнулись на стабільнасць, вы тут нацыянальную бяспеку ставіце под пагрозу. То есть все вот как бы такое. Хорошо, давайте так, немножко статистики. Я подготовилась, я знала, что будет такой вопрос. За 23 год в Совет Республики было направлено и рассмотрено 7,5 тысяч обращений. В Мингорисполком 9,5 тысяч. А знаете, сколько было заявок в службу 115 Бел? Нет. 4,7 миллиона. Как думаете, сколько людей посадили за обращение?
Я сейчас должна сделать поправку. Не видео в ТикТок, не то, как вы там хаете кого-то, а за заявку на 115 бел или написанный документ обращения с просьбой разобраться в вопросе. Вы знаете такие случаи? Вот. З іншага боку я ведаю зараз практыку гэтых так званых сілавікоў, которые прыходзяць, но там скажем праводзяць ператрусы там ці там яшчэ які-нибудь праверку, но потом говорят, дзе-нибудь про гэта пойдзе інфармацыя, мы прыйдзем до тебе уже с другим настроем. Да, но что шьют? Это подписку на экстремистские материалы, распространение, да, там дача интервью. Все. К документам никаких вопросов нет и не планируется. И тот, скажем, новый указ, которому было так много эфирного времени посвящено в многих СМИ по поводу информирования, точнее не информирования, а реагирования чиновников на недостоверную информацию. Было так классно написано, там же и Белта, такое завлекающее сообщение. Думаешь, ну все, сейчас что-то такое придумали. Вы читали этот указ? Нет. Ну, я вам расскажу. Значит, указ был написан еще в 97 году, а новый указ его актуализируют, знаете как? Тем, что в 2 абзаца подпункта 1.4 пункта 1 этого закона Лукашенко дает поручение Совету министров поставить сроки и написать процедуру реагирования на недостоверную общественно значимую информацию. Вот и все. Вот и весь вот этот закон, и вся вот эта информация, которая была, это просто пшик. Но, опять-таки, это вот посыл к чиновникам из ряда «давайте-ка больше времени уделять мониторингу соцсетей и проблематике, которая выливается в ТикТок». Вот, поэтому это то, что я тоже проговариваю там на встречах и так далее, что все-таки ТикТок не самая безопасная социальная сеть для решения своих проблем. Ну вот мы как бы давайте на гэта и потым вернемся. Атрымліваецца, что записывать відэазвароты там со скаргами там типа умоўно кажучы, нават не тое, что там что этот кровавый режим натворил, а просто ну поглядите, какая дорога, ну вот и что-то вот не реагуют чиновники там ці просто не реагуюць, поглядите, какая дорога, там дорогие наши там депутаты там ці там чиновники, ну вот звярніце увагу, зрабіце, калі ласка, это уже небяспека. Да, однозначно, потому что это то, что мы видим с прошлого года. С одной стороны, решаются эти проблемы. Там можно записать обращение, да, Лукашенко, что-то там по поводу сдачи дома, и его там сдают в какие-то рекордные сроки. Но это вызывает очень сильное напряжение в самой системе и недовольство. Вы же понимаете, что тут круговая порука, и вот тут, скажем, такое тоненькое пересечение силового блока и политического. Когда всегда можно намекнуть, смотрите-ка, у нас там на улице X, дома Z проходят какие-то странные дела. Как-то они подозрительно вместе все собрались, что-то записали обращение, может, у них дворовой чат есть. Вот, то есть это уже дополнительная угроза для людей непосредственно, которые записывают вот это обращение. Плюс мы посмотрим через месяц, что там Совет министров сделает со сроками вот этого вот реагирования и порядка реагирования на недостоверную информацию, и будут ли пытаться пришить какое-то уголовное дело, не знаю, например, как распространение фейков, может, какую-то сделают статью новую. Матахары пытается скиньте спасылку на гэты чат-бот. Я зараз попрошу нашего СММщика, каб даў таксама гэтую спасылочку у каментатарскую. Ось яна вельмі проста. Слімак, мой бюджет, ніжняе падкрэсліванне бот. Так что, калі ласка, ну я думаю, что и на сайте мой бюджет, да, оно таксама есть. Можно на сайте. Также есть небольшие гайды, это и в Инстаграм-аккаунте, это наш город. В телеграм-канале, естественно, КАТОС, местное самоуправление. И просто есть телеграм-канал, который еще не экстремистский, наш город. Да, и надо сделать поправку, что пока проект еще не экстремистский, поэтому можно заходить на сайт, можно заходить в чат-бот спокойно. Вот, не знаем, насколько это будет, тем не менее. Слушайте, вот вы вот этими своими инициативами отбираете хлеб у Дмитриева. Почему отбираю?
Ну а што ж, ну а што ён там можа, знаходзячыся ў Беларусі, якую актыўнасць праяўляць? Вось толькі на гэтым узроўні куды-нибудь вышэй, крок улево, ўправа і как бы, ну мы ж выдатна разумеем, якія умовы. Да, но так дело в том, что мы и продолжаем сотрудничать с Андреем. Мы и в 2020 году с ним познакомились на вот теме местных сообществ, да, и вот этих вот принципа малых шагов каждый день. Поэтому, когда мы сделали этот проект, естественно, я за то, чтобы как можно больше людей в Беларуси им воспользовалось. Вожик пытается, быў жа загад чыноўнікам праводзіць стрымы. Чаму сабатуюць? Я пропустила этот замечательный загад. Волнующий момент. Да, волнующий момент. Понимаете, у нас не все, что говорится устно, да, и вот пожелания, потом выливаются в бумагу. Вот если есть уже бумажное какое-то обоснование, то да, надо это почитать, разобраться и посмотреть, потому что, может, это вот сейчас подведут к этому указу и его актуализация, потому что, несмотря на 97 год, там уже сделаны ссылки, то, что надо там в интернет-ресурсы, да, выкладывать информацию, своевременно реагировать вот на какие-то вопросы, чаще давать чиновникам комментарии, то есть вот эти все сроки, почему они вводятся. То есть если кто-то условно записал обращение, вот плохие дороги, то с актуализацией этого указа и новым порядком реагирования, то какой-нибудь начальник местной службы ЖКХ или там подразделения, в общем, куда попадают эти дороги, это мосты, дороги, ну в общем, что-то из этого должен будет это откомментировать в местных СМИ. Вот в чем фишка. Поэтому про стримы, может, будет на Минск новости чаще звать кого-то. Ну, адзінае, што, конечно, тут чакаць можна ўсяго, хаця не хацелася б падказваць, але просто баюся, што нават такія, скажем, звароты, але ў той сістэме, якая там зараз працуе, там могуць быць такія ж, вот як вы кажаце, рэдкія перасечэнні, калі там, скажем, які-нибудь супрацоўнік, ну, я не ведаю, там, выканкама, там, дзе-нибудь там якіх чыноўнікаў, там, свайму там куму з ментоўкі, кажа, слухай, что-то они как-то вот достали своими этими вот зворотами, пишут, особливо вот там вот одни вот это. Ну-ка пойду я проверю, а что там у него с подписочкой, дай телефон поглядим. И ведаем при выпадке, коли такое, так я ж не был на это подписаны, а уже оказывается есть. Понимаете, это такие редкие случаи, про которые, мы вообще даже не знаем, да, как бы пока статистика на нашей стороне, а второе, это должно быть прям что-то личное. То есть то, что вечно там Лукашенко пеняет местным властям, что нужно быть там хозяином, да, на своей земле. Не у всех чиновников есть вот это понимание, что я здесь главный, да, я отвечаю за эту, не знаю, за этот город, за эту местность и так далее. Поэтому они во многих вопросах просто скидывают. Ну, написали, не нравится что-то, вон, все, поручил задание и отвалите. Написали второй раз обращение. Ну да, неудобно, конечно, там придется что-то делать, попинать кого-то, но сделаем. То есть, а вот эти вот вопросы уже к силовому блоку, это прям должно быть что-то реально личное. То есть вот какая-то сфера интересов. Например, хотят построить новый завод какой-нибудь, да, а местные активисты против. А чиновник с этого будет иметь профит. И вот тогда начинают ходить к активистам. Обычные обращения, все, что касается там коммунальной сферы и то, что называется daily life, да, ежедневных проблем, пока еще в письменном виде не наказуемо. Ну давайте вось гэтую тэму закрываючы, бо не так шмат часу у нас пытанне. А што цяпер адбываецца з напрамкам катосаў? Раней былі яскравыя прыклады самакіравання, але падаецца, усё ліквідавалі альбо перападпарадкавалі уладам. Катосы и были, да, они были встроены в эту систему местного самоуправления, которая подчиняется местному управлению, да, после 2020 года там их чуть-чуть перешерстили, поменяли где-то руководителей, потом сделали вот эти территориальные ассоциации катосов, но депутаты отчитываются, что они собираются, консультируются, до сих пор проводят какие-то конкурсы местные. Поэтому катосы, видимо, живут, опять-таки, не во всех городах, но, на бумаге, понятно, они много где, а вот именно рабочие, по моей информации, есть.
Есть, люди работают, и сейчас для Котосов отличное направление, по которому они активизировались в 2024 году в том числе, это вот конкурс гражданских инициатив, потому что выглядит это все хорошо, замечательно, безопасно, вкладывается в активность. Вот когда можно написать, получить, скажем, государственный этот грант, собраться небольшим количеством до 10%, не менее 10% денег собрать для этого проекта, да, и сделать что-то полезное и хорошее, и некоторые исполкомы выкладывают отчетность, и удивительно, да, мы с вами обсуждали одну какую-то культурную инициативу, это вот по восстановлению Ивана Мележа, а на самом деле их много. Очень, по-моему, вот не соврать, Гомельская область, Гродненская, и какие-то краеведческие музеи в агрогородочке, что-то там с этнической тематикой. И какой-то там обряд проводили, тоже на это денег выделили. То есть вот такие инициативы до сих пор поддерживаются. Мы калі з вами абмяркоўвалі тэму нашай размовы, вы яшчэ звярнулі ўвагу на тое, што чыноўнікі с намёкам да прадпрымальнікаў прыходзяць, маўляў, того, што вам тут Беларусь дала магчымасць зарабіць, а цяпер давайте дзяліцеся, наколькі гэта масава, і гэта ініцыятыва, умоўна кажучы, там на нізах, ці гэта загад зверху, што давайте раскулачваць. Ну, во-первых, это тоже не новая история, все это было раньше, но были какие-то правила игры, то есть кто-то кого-то крышевал, вот были там сферы влияния, да, вот где-то силовой блок, да, у кого-то администрация. Что вы говорите, Ольга? Это ж там у их вот этой мафии, крышевание, все такое, тут же самое, тут все такая, никакой коррупции. Она у нас очень структурированная, понимаете, у нас нет мафии, у нас одна семья. Все. И в рамках... И мы знаем прозвище этой семьи. Да. Ну и понятно же, на местах тоже есть, понимаете, наверху не все видно. Вы, конечно, высоко сидите, но можете не все видеть, что происходит на земле, поэтому свои мелкие договоренности есть. Другой момент то, что сейчас из разных треков, в том числе там из общественной, скажем, жизни, мы потихонечку такие вот вопросы узнаем, что предпринимателей просят, да, например, поучаствовать, профинансировать какую-нибудь... Выборчую кампанию. Ну, не выборчую кампанию, ну, например, скинуть деньги в фонд, да, задонатить Белой Руси, там, под какой-нибудь проект, под государственный праздник скинуться тоже. Давайте-ка вы проставите нам, не знаю, какую-нибудь продукцию там для конкурса, да, как в качестве подарков. Все это было, но были какие-то правила, то есть все примерно представляли, как кто играет. То есть ты вот, тебя попросили, ты дал раз, все, например, тебя следующие полгода никто не трогает. То сейчас начинается мутное шевеление на тему того, что непонятно, кому отдавать. Тебе могут там прийти одни, потом придут другие, и все требовать, что дают, ну, что надо делиться. Здесь, я думаю, скорее предпосылка не то, что там сверху было что-то, а банально просто нет денег, не хватает денег. То, что белорусы скидывают в бюджет, да, по 2023 году, это 9 миллиардов долларов почти. Это как-то они разбазарили. Вот, а своих надо закрывать, у них растут издержки. Ну, то есть это скорее то, что это вот про лояльность, это про любовь. Ну, нету этого, вот нету этого. Это все показное, это все ширма. А жизнь цветет махровым цветом у нас под ковром. Вопрос, что мы не видим, что из него какие-то редкие моменты пробиваются. Вот. Но история неприятная, в том числе для будущего Беларуси, потому что мы не можем ожидать, что все эти люди потом вернутся, да, те, кто вынужден сейчас позакрывать бизнес и уехать. Пока не изменится ситуация коренным образом, и вот этот вот инвестиционный климат благоприятным не станет, а он не станет благоприятным там в ближайшие несколько лет даже после смены власти, даже если придут демсилы. Вот. Просто это все негативные тенденции. То есть к тому, что у нас бы остался какой-то запас там предпринимателей, которые продолжают работать как-то криво-косо, а сейчас люди просто с учетом выросших издержек, в том числе, да, и со стороны власти, дополнительного прессинга будет просто уходить, закрывать, сворачиваться, не знаю, переводить производство в Россию, ну вот что-то. Для нас это все очень плохо. Вот для обычных, нормальных людей, которые верят и надеются, что Беларусь станет когда-то хорошим государством, в котором хочется жить.
Хотя я ж читаю там навіны адтуль там і не на Белце, а там ну таких вот ресурсах, і там рассказываюць про тое, что там открылася новая там рэстарацыя, там нешта там вот некія культурніцкія проекты, там эканамічныя проекты тут, вот нешта там нібыта нават вот этот парк высокіх тэхналогій пачынае некае ізноў шевеленне. Ну то есть можа не ўсё яно так негатыўна. Я не говорю, что оно прям сильно негативно. Здесь вопрос, как ведет себя власть. Потому что она может не давать пробиваться этим росткам, которые идут. Потому что жизнь продолжается, мы все адаптируемся, и, в принципе, это нормально. Да? Что люди продолжают жить свою жизнь. Мы тоже с вами не сидим тут, понимаете, на воде и хлебе, и думаем о Беларуси постоянно. Да? У всех своя жизнь, и она идет. Но сейчас это все может растоптаться, вот прям вынищить даже эту какую-то надежду на нормальность. И это грустно. Вот Саша Бусел піша: сілавікі адсочваюць, хто здымае ўклады свае, купляе долары ці прадае маёмасці, прыходзяць да іх з ператрусамі, абвінавачваюць у фінансаванні экстрэмістаў і забіраюць усе грошы, што знойдуць у доме. Да, это тоже формат того, что у них карт-бланш. Вот им разрешено делать многое. Все. И они собирают деньги, ну, как это монголо-татарская ига, я не знаю. То есть, ну, калі у выпадку з прадпрымальнікамі гэта такая, умоўна кажучы, крышаванне, ну, то есть яны нешта гарантуюць узамен, то тут просто банальны грабеж. Если раньше гарантировали, то сейчас у тебя гарантия одна, что ты будешь продолжать работать, что там следующую неделю ты еще будешь продолжать работать. Вот такие сейчас гарантии. Вот и все. То есть тоже не фонтан. А можа быць і так, што калі там, скажем, прыходзяць з адной структуры, ты плаціш, яны табе кажуць: все, ты как бы под нашай крышай, жыві, працуй спакойна. На наступны дзень прыходзяць з другой, ты им говоришь: так вот, мне вот эти, яны гарантавалі. Говоришь: что яны табе там гарантавалі, хто яны такія? Вот к этому все идет. Я говорю, если не будет какого-то контроля сверху, а он, видимо, на местах вообще отсутствует, то начнется, да, вот этот передел сфер влияния, красивое название, когда люди просто борются за ресурсы, силовики в том числе. Дзякуй вялікі. У любым выпадку, калі ласка, звяртайцеся, калі нават у гэтай вось турбулентнай, неадназначнай і такой крышавана крымінальнай структуры паспрабаваць што-небудзь да выцепіць на карысць простым беларусам, заходзьце на ресурс «Мой бюджет», паглядзіце, пачытайце, сцягніце шаблончык, ну і можа быць, прынамсі, нейкім чынам дапаможа. Ну і безумоўна, падтрымлівайце беларускія ініцыятывы. Да прыкладу, прыходзьце на спектаклі свабодных купалаўцаў на пастаноўку «Ордэн белай мышы». Ну і калі ёсць такая магчымасць, заданатьце для дзяцей ваяроў, якія загінулі на вайне ва Ўкраіне. Акурат такі калядны збор абвесціў ПКК. Калі ласка, ёсць магчымасць, далучайцеся, але захоўвайце бяспеку. Дзякуй вялікі. Ольга Цісакова, Зміцер Лукашук. Жыве Беларусь.